По легенде, пожар возник в кабинете музыки на втором этаже после короткого замыкания проводки. Звучит сирена, и на пульт диспетчера МЧС поступает сигнал о возгорании. Дети тем временем вместе с воспитателями спешат покинуть здание через ближайшие выходы. Ровно через 2 минуты на место условного возгорания прибывает пожарный расчет внутренней пожарной охраны Росгвардии. Вслед за ними уже 2 машины из пожарной спасательной части Назрани. Действуют огнеборцы оперативно, разворачивают рукава и соединяют их. Тем временем воспитатели пересчитывают всех воспитанников. Одного не досчитались. Чтобы спасти ребенка, оставшегося в здании, спасателям важно защититься и самим. В арсенале газодымозащитное оборудование, маски, баллоны с кислородом. Пострадавшую обнаружили на 2-м этаже. Она спряталась от страха в углу кабинета. На нее надевают кислородную маску и спешно эвакуируют. Девочку тут же передают врачам из медико-санитарной части Росгвардии. Очаг условного возгорания тоже локализован и ликвидирован. Пожар пусть и условный, но эмоции спасенной девочки реальные. Сотрудники регионального управления Росгвардии пожарно-тактические учения проводят регулярно. Занятия считаю необходимыми, нужными, так как дети – это самые незащищенные слои общества и самые ценные для нас всех. Дети чужими не бывают, поэтому такие занятия очень востребованы, и мы благодарны всем, кто принимал участие. Все день сработали хорошо. И именно рабочий персонал Росгвардии тоже. Персонал детского сада старается работать с сотрудниками надзорной службы в тандеме, потому что безопасность детей на первом месте. Такие мероприятия в нашем детском саду проводятся ежегодно, чтобы дети были в нашей безопасности, чтобы дети понимали, как им надо себя вести в той или иной ситуации. Ликвидировать небольшое возгорание сотрудники детского сада должны уметь и сами, поэтому проверяют сегодня и наличие на каждом этаже схем выхода огнетушителей, их исправность и других систем. Пожарный кран в обязательном порядке должен быть пронумерован. 2 раза в год пожарные рукава перекатываются на новое ребро, что не дает слеживанию, и он всегда в работоспособности. Каждый огнетушитель каждые 5 лет проверяется и перезаправляется. Они у вас в отличном состоянии. После пожарно-тактических учений инспектор подвел итоги проверки. Местный расчет прибыл, уложился в норматив в 2 минуты. Пожарный расчет города Назрань уложился в норматив 7 минут, что соответствует лучшим показателям. Оценка всей тренировки по эвакуации оценивается на отлично. Все нормативы соблюдены. Детский садик готов к принятию детей в новом учебном году. Безопасность детей превыше всего. Такие тренировки помогают выработать у персонала четкую последовательность действий в случае ЧП. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, Магаз 24.